Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 22 апреля. Это у нас будет пятница. Пятница непростая, страстная пятница. Да? Давайте посмотрим с вами, что ждет каждого из знаков зодиака в этот день. Смотрим Овнов. Первое. 22 апреля. Пятница. События дня для Овнов. Посмотрим сейчас, что Овнам принесет этот день. Так, Овны, поехали. Угу. Сразу тайное свидание, какая-то тайная встреча может быть. Хорошая новость. Удача, везение. Слезы. Ключик. Ключик показывает, что все в ваших руках. Может открыться какая-то тайна, какая-то информация. Да, вот ключик открывает какой-то замок. Может быть выбор, колебания, сомнения, да, когда вы выбираете. Деловые отношения, общение с кем-то. Смотрим периметр. Солнышко нельзя. Не вижу ни горизонтали, ни вертикали, нет совпадений. Получается у вас первая тайная встреча, удача, везение, хорошие новости, слезы. Ключ показывает, все в ваших руках, замок, что-то закрыто. Да, то есть бывает, что замок проигрывается, как какая-то проблема. Еще рыбу увидела. Смотрите, обман, да, скользкое дело, какое-то предложение, которое может быть обманом. Да, то есть тайна, что-то будет спрятано от вас. И потом, когда вы узнаете, да, то, что прятали, да, вот будут слезы. Поэтому будьте осторожны. Какое-то предложение, да, или что-то будет в тайне от вас сделано. Так, ну, есть ключ, все в ваших руках. Поэтому, в принципе, вы тут по ключу, я думаю, все это, ну, скажем так, вскроете, да, вот всю эту схему. Еще будет общение в этот день. По работе, да, какое-то общение и выбор. Вы стоите перед выбором, весы. Да, то есть придется выбирать. Так что, Овны, вот такой интересный у вас выпадает день в пятницу. Будьте осторожны. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Сейчас посмотрим, что у Тельцов. Так, Тельцы. Поехали. 22 апреля. 22 апреля. Пятница. События для Тельцов. Покажите мне, пожалуйста.
Первое, что я вижу, это конверт. У вас будет получение какое-то в этот день. Да, то есть вы получите документ, получите конверт, какую-то бумагу, посылку, может быть. Месть, конфликт проигрывается как конфликт с кем-то. Или если конфликт уже был, то это возможность отомстить человеку. События в доме, может быть. День рождения, это ж начинается ваше день рождения, тельцы, 22-го. У кого день рождения, я вас поздравляю в этот день, да, ну, если выпадает. И видите, показывает события. Возможно, вы получите конверт, да, как вариант. Может быть, могут быть какие-то колебания, сомнения. Так, смотрим периметр. Змея еще вижу, змею. Ну, это понятно, какой-то вот человек в вашем окружении будет, который попытается вас как-то ужалить, да, то есть что-то сказать обидное, да, возможно. И конфликт, видите, может быть, конфликт будет с этим человеком. Слезы. Может даже до слез вас довести. Представляете, своим змеиным языком доведет вас до слез. Угу. Так, получается, смотрим, будет у вас событие в этот день, да, то есть, ну, если это не ваш день рождения, возможно, какое-то событие, да, вот у кого-то из членов семьи или у родственников, то есть какое-то событие. Вы в руках можете держать бумагу, документ, конверт, колебания, сомнения будут, затем будет змея, из-за которой будет конфликт, и слезы, да, то есть, возможно, доведет вас до слез, вы там либо кто-то, да, кто-то вступит в конфликт, а кто-то просто переплачет и все, да, то есть тут может или так проиграться. В общем, тельцы, вот такая у меня для вас информация выпадает на пятницу. Благодарю вас за внимание. Не обращайте внимания на этих змей, да, то есть они этого и добиваются, чтобы вы поплакали. Так, переходим дальше к близнецам. Близнецы. 22 апреля. Пятница. События дня. Ожидание первое, что выпадает. Состояние ожидания может быть с утра у вас прям. Отличное настроение. Конверт, получение какого-то документа, посылки. Что-то можете получать. Разлука может быть. Это может быть билет на руках. Да, билет, например, и разлука с кем-то. Ожидание транспорта. Да, вот если вы уезжаете. Смотрим периметр.
периметр не вижу совпадение. Значит, у вас получается, у вас будет ожидание в этот день, у вас будет прекрасное настроение, разлука с кем-то, расставание, ну это временно, да, то есть скорее всего, что вы куда-то можете уезжать с чемоданом или кого-то провожать с чемоданом, ну вот какое-то временное расставание. И на руках, да, вот будет какая-то бумага, документ, справка, билет, да, то есть ну, какой-то листик, да, скажем так. Поэтому вот такие события. Близнецы у вас выпадают на пятницу. Очень похоже на какую-то поездку. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки, смотрим, что у вас. 22 апреля, пятница. События дня. Смотрим. Хорошие новости. Первое, что вижу, у вас могут быть в пятницу. Любовь. Солнышко. Хорошее настроение. Ну, тут как бы есть повод. Да. Хорошие новости. В личной жизни все хорошо. Чего не радоваться. Угу. Неприятность. Слезы нельзя, держат. Обе карточки, не могу ни одну, ни другую переложить. То же самое застолье. Да, то есть не могу ни эту сюда, ни эту туда переложить. Так, новость. Получение новости будет. Какой-то информации. Может прийти на телефон, смс, письмо на электронную почту. Угу. Здесь нет. Первое было, тут, видите, нерешенное дело. Я его не увидела, что интересно, когда раскладывала, а увидела новость. Поэтому, если вы увидели цепь первую, тогда у вас новость не проиграется, а проиграется нерешенный вопрос какой-то. Ну вот я не увидела. Для большинства раков, скорее всего, да, вот нерешенное дело не проиграется. Значит, смотрите, что у вас выпадает. У вас выпадает новость отличная, да, какая-то радостная очень будет, да, и это событие подтверждает, новость действительно придет. У вас будет все хорошо в личной жизни. Если нет личной жизни, может быть знакомство. Два сердца часто показывает, знакомство может быть. Отличное настроение будет. Но вечером может произойти какая-то неприятность, какое-то небольшое ЧП. Больше никаких указаний нет, что это может быть, непонятно. Но, да, смотрите, здесь в этой колоде непонятно, это произойдет из-за вас или это из-за кого-то произойдет. Поэтому на всякий случай, да, вот будьте осторожны, там, проверяйте каждое свое действие по 2-3 раза, и, возможно, вообще ее избежите. Да, то есть иногда неприятности – это наши какие-то ошибки. Мы что-то где-то там, не знаю, потеряли, не взяли, забыли, не туда отправили, не там заполнили, да, то есть если мы ведем себя осторожно, возможно даже избежать эту неприятность.
Так что будьте начеку, и, возможно, ее не будет. Благодарю за внимание. Переходим дальше к львам. Сейчас посмотрим, что у львов. Так, левушки. Смотрим, что у вас. 22 апреля, пятница. Ух ты. События для львов. События для львов покажите мне. Двадцать второе. Смотрим. Любовь первое, что у вас выпадает, будет. Да, все хорошо будет в личной жизни в этот день. Тайное свидание может быть какое-то. Может быть, вам сюрприз устроит, да, ваша половинка. Ой, подождите, что я делаю? 3, 4, 5, 6, 7. Я неправильно раскладываю. Ну, это вообще уже. Так. Сейчас все будем переделывать с вами. 6, а я 7 начала раскладывать. Колебания, сомнения. Выбор. Стоите перед выбором каким-то. Смотрим дальше. Любовь. Хорошо, что вовремя заметила. Так. Верность. Ну, что у вас тут любовь на первом месте, да, то есть личная жизнь. Подарок. Выбор подарка. Кстати, верность часто показывает, выпадает, когда для пары какой-то важный день, да, например, там день знакомства, день, там, не знаю, день свадьбы, день рождения ребенка. Так что, может быть, у вас какой-то важный день, поэтому и подарок. Годовщина. Угу. Больше не вижу совпадений. Не вижу. Получается, любовь, да, то есть здесь любовь, верность, подарок и колебания, сомнения. Так что у вас здесь будет, видите, в пятницу тема номер 1 – это личная жизнь будет. Сфера, да, сфера номер 1. Вот такие события, левушки. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Так, девы. Двадцать 22 апреля, пятница. События дня для дев. Покажите мне. Не, ну это вообще, это Скорпион. Слушайте. Девы. Вот не зря это Страстная пятница, да? У львов неправильное количество карточек выложила, у вас знак не тот положила.
Ой, так, девы, 22 апреля. 22 апреля. События дня для дев. Смотрим. Событие в доме у вас может быть в этот день. Ну, у вас или у кого-то из родственников может быть событие. Ножницы. Решится какое-то дело в этот день. Ага, так, тут, видите, есть цыпленок и любовь. Практически одновременно заметила. В общем, смотрите, у кого-то проиграется цыпленок, это общение с детками. У кого-то проиграется, да, как все хорошо будет в личной жизни. Ну, в принципе, и эта карта показывает семейную жизнь, да, то есть у кого есть семья, все будет хорошо в семье, а у кого есть только пара, да, если вы пара, то тогда у вас будет в паре все прекрасно. Так, змея. Может быть какой-то человек в окружении с длинным языком. Может быть общение с представителем закона власти, да, с каким-то, ну, не знаю, начальником, с каким-то очень важным человеком. Удача, везение. Чемодан нельзя. Да, будет деловое общение. То есть, скорее всего, что вот этот человек в короне, он как-то связан с вашей работой. Смотрим гости. Гости могут быть гости. События в доме, да. Так, тут событий я не вижу ни по горизонтали, ни по вертикали. Значит, у вас называю по очереди. Первое – событие в доме. И подтверждает, что, да, вот гости подтверждают, что будет какое-то мероприятие. У вас будет все хорошо в личной жизни. У вас может решиться какой-то вопрос, да, какое-то дело в этот день, потому что есть удача, везение. Также будет деловое общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. И еще может быть змея в окружении, может быть на этом событии, да, как вариант. Да, кто-то вот будет с таким ядовитым языком, да, как-то вас, может быть, обидит словом, не знаю. В общем, надо быть начеку с этим человеком. Вот такая информация, девы. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Если вам нужна вторая часть, ссылочка на нее будет под этим видео в описании. Да, то есть нажимаете, переходите, выбираете по тайм-коду свой знак и смотрите. Если вы не можете найти по какой-то причине, вы можете мне в комментарии оставить, да, запрос на ссылочку. Я вам оставлю в комментарии ее. Жду вас во второй части.